Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ки. Первый блок нашей программы посвящен проекту «Медиапритяжение», который проводит «Движение первых». Как принять в нем участие, условия, требования, об этом нам расскажет наш гость Дмитрий Тымыров, специалист по работе со средством массовой информации «Движение первых». Дима, приветствую нас в студии. Здравствуй, Мария. Ну, опять... Переходим на «ты», как есть за кадром, да. Дима, да, вот про это медиапритяжение расскажи нам, пожалуйста, на каких условиях, кто туда может прийти и как заявку подать. Так, у нас проект вообще в целом, это один из флагманских проектов «Движения первых». У нас есть «Зорница», который вот сейчас проходит. И у нас вот с 3 марта стартовал новый наш всероссийский проект, касаемый именно медиа. Это «Медиапритяжение» с 3 марта по 31 мая. То есть сейчас у нас идет муниципальный этап, это с 3 марта по 18 апреля. Сейчас идет в муниципальных районах. То есть дети из улусов, медиа, кружки, те, кто занимается блогингами, те, кто хотят вообще выйти в сферу СМИ и так далее, они вот как раз принимают участие у себя в населенных пунктах. В школах они освещают их деятельность свою, как они там. Там есть определенные задания на муниципальных этапах. И далее уже в апреле у нас стартует региональный этап. Вот, давайте поконкретнее вам расскажу. У нас несколько категорий, получается 5 индивидуальных блоков и 2 командные блоки. Получается, у нас на команда есть как сборная солянки, можно так сказать, там команда должна состоять из 8 человек. Это у нас наставник и 7 детей, которые занимаются журналистикой, блогинга. Кто-то любит там фотографировать, видео снимать и так далее. Вот они могут организовать себе команду и принимать участие. Есть медиа-семья. Например, грубо говоря, можешь и ты принять участие вместе со своей семьей, с детьми. Медиа-семья у нас может состоять из 3 человек и выше до, максимум 8 человек. То есть там могут не обязательно там мама, папа и только дети, а может быть мама с дочкой, потом кто-то из родственников занимается тоже там блогингом или там журналистики где-то работать, или на телевидении, или на радио. И вот они могут объединиться и тоже выполнить определенное задание, а задания абсолютно простые. Там снять короткий видеоролик на 2 минуты, на 5 минут и так далее. Там задание есть, там все разжевано, просто нужно это исполнить, выполнить задание. Вот, все работы, если в отличие от других наших всероссийских проектов, там, получается, муниципальные этапы сами эксперты наши внутренние муниципальные оценивают, а у нас в нашем случае в медиапроекте оценивают работу у нас специалисты, эксперты региона, республики. Мы подали, среди них есть у нас, конечно, работники и из НВК САХА, Якутского Саха-информационного агентства, Саха-медиа, блогеры и так далее. 15 человек, и даже из детского издательства «Кискиль» тоже там есть свои эксперты, и печатных других. Мы собрали сильную команду экспертов, и они будут оценивать работу наших участников. Наши участники сейчас просто идет пока регистрация, и одновременно те, кто уже зарегистрировались, они уже потихо выполняют задания. Все эти задания они грузят у себя в социальных сетях и на сайте «Движения первых». Допустим, как сделать первый шаг? Сижу я такая, от медиа-семья я решила принять участие, захожу к вам на официальный сайт, прям пошагово хочется очень узнать. Так, заходите к нам на сайт будевдвижение.ру, заходят, есть поисковик, пишите «медиапритяжение», и вас автоматом выводит на пункт, это медиапритяжение, вы подаете, там несколько блоков будет, там медиа-команда, медиа-семья и индивидуальные категории «Первый кадр». Все там просто там. Да, все просто. Там просто нужно, если индивидуальный участник, то он выбирает свое направление. Вот у нас есть направление «Первый кадр», это касаемо именно тех ребят, которые занимаются фотографированием. В школе это, все же любят фотографировать на телефон, фотографировал, и кому-то кто-то любит, например, просто природу фотографировать. Есть такие люди. И они могут как раз подать заявку в этом, например, индивидуальном зачете. Отличная возможность, да? Да. А есть еще у нас... в свое время журналисты же пишут, те, ребята, которые
ту же газету «Кескиль», журнал «Юность Севера», заметки же пишут. Со школьных лет. Да, со школьных лет. Вот они могут, например, принять участие в проекте, в категории «Первый текст». Тут тоже они там эти свои работы загружают. Потом первый эфир — это те, которые любят вести прямые эфиры там в Инстаграме, запрещенных в этих сетях, и так далее, там в Рутубе, ВКонтакте, сейчас везде в социальных сетях можно же вести прямой эфир. Вот те, которые ведут у себя вот эти сети, они могут спокойно принять, например, в этой категории первый эфир. Потом есть медиапрофи. Медиапрофи — это у нас, получается, уже тут принимают ребята с 5 по первый курс. Это, получается, ребята до 18, 19, 20 лет, они могут принять участие. Вот медиапрофи — это те, которые уже имеют свою базу подписчиков, например, аудиторию, которая освещает там. У нас же среди детей очень много же таких тоже юных блогеров. Вот они как раз могут принять участие в медиапрофи, да. Отличная возможность же, отличная площадка себя попробовать, да? Да. И потом вот у нас есть медианаставник, это уже, получается, для студентов и для молодых специалистов, и для людей общественного мнения, которые лидеры, которые ведут тоже свои блоги, они как раз могут принять участие в категории медианаставник. Это тут уже, получается, не дети, а студенты, начиная со 2 курса до 25 лет, и люди, которые занимаются, молодые педагоги, те, которые, например, суд закончили, сейчас работают там педагогами где-то, и они как раз могут там принять участие. Так, обширно. Медиа-семья, как я уже говорил, там, получается, начальные классы, то есть дети дети с 1 класса, это, получается, от 7 лет и выше, они могут принять участие вместе со своими родителями в этом направлении. И медиа-команда — это, получается, те ребята, которые занимаются журналистикой, но боятся идти, в индивидуальную категорию, сомневаются в своих силах, они могут объединиться в команду, подать свою заявку. Тут у нас заявку должен подать капитан команды, это ребенок, и должен зарегистрировать под себя других своих участников. То есть каждый участник должен быть зарегистрирован на сайте Движения Первых. Регистрация относительно у нас тоже простая, у нас обновленный сайт с этого года, поэтому все стало проще. Вот, так. Муниципальный региональный этап, это понятно, муниципальный этап у нас проводится в муниципалитетах, потом лучшие приезжают, у нас выбираются, у нас региональный этап будет проходить 2 этапа. Первый этап — это у нас заочный, и тема в этом году касается 80-летия Великой Отечественной войны. То есть на региональном этапе участники, тут я объясню, именно на региональный этап попадает только медиакоманда, а индивидуальные категории медиа-семья, они победители в муниципальном, они автоматом уже перелетают на окружной этап. А на региональный этап проекта приезжает только у нас команда, и на заочном этапе они выполняют определенные задания. То есть они должны составить план, грубо говоря, медиаплан освещения как раз празднования Великой Отечественной войны, и они это должны снимать, там, репортажи, какие-то сюжеты, новостные ролики какие-то могут снимать. Они даже могут передавать это региональному своим корреспондентам, филиалам и так далее. И это должны они крутить, освещать, а потом, когда они приезжают на региональный этап, они просто защищают свой проект, какую работу они проделали. Естественно, наши эксперты выбирают лучших, и лучшая команда уже едет в июне освещать, представлять ЧИС Якутии уже на окружном этапе. Это получается окружной этап у нас идет по федеральным округам. Это Уральский там округ, они там сами собираются. В нашем случае это Дальневосточный федеральный округ. Они там соревнуются между собой. И лучший округ, то есть лучший регион Дальнего Востока уже едет на федеральный. Федеральный у нас будет проходить в августе. И как нам говорили наши кураторы и те, которые ведут именно этот проект на федеральном уровне, отвечают, они сказали, это будет проходить в формате ВК-феста. Как-то в таком там будут принимать участие звезды. Они хотят, чтобы это было максимально так... современно, по-молодежи. Да. Будут принимать участие там звезды российской эстрады, блогеры, которых мы видим везде, на которых каждый, наверное, подписан. И там по максимальной
будут дети блогера. То есть, если сейчас у нас то есть едут принимать участие дети, они будут обмениваться опытом, увидят, как то, что вот у них, вот, грубо говоря, там 11-летняя девочка имеет многомиллионных подписчиков, тут же перед ними танцует, поет, освещает, и они будут как раз обмениваться мнением, и они будут рассказывать свои секреты успеха. То есть участники, которые принимают участие в нашем проекте, они могут именно попасть в тот же окружной этап, а там далее уже на федеральный, и увидеть своих звезд, там, кумиров. Кумиров не создать. Да. Но опять же, да, как хорошо, так все с маленьких шагов, у себя, на родине. Созданы все условия. Вот, в наше время же такого не было, а сейчас вот считай, просто тебе нужно зарегистрироваться мы даже и не на знали, сайте. Что у нас тем более у каждого ребенка сейчас есть современный телефон, отснял какой-то кадр, записал какие-то кружочки, видео, смонтировал, тем более у нас в телефоне все, дети умеют больше монтировать, более профессиональные, чем мы, потому что смотря соцсети детей, я тоже иногда поражаюсь, они там столько фильтров используют, это мы там как-то вот так, а они там сразу готовые видеоролики делают там буквально за пару минут. Это вот их время, поэтому... Поэтому нам приходит это все осваивать. Этот проект как раз нацелен на то, чтобы дети наши уже начали как бы правильно использовать ту информацию, которую они получают, и благодаря этому они могут как бы заявить о себе и стать блогером, грубо говоря, лидером общественного мнения в регионе. Вот. По сути, это будущее наши с вами коллеги. Я так понимаю, что вот эта вот тематика, что касаемо Великой Отечественной войны, 80-летия Великой Победы, это все будет и здесь, и на федеральном уровне, да? Тематика? Нет, получается, у нас тематика в основном, вот 80-летие Победы будет на муниципальном и региональном этапе, а на окружном этапе они будут принимать и освещать деятельность форума Росмолодежи. Это будет проводиться именно совместно с Росмолодежью, движение первых, и они будут именно освещать площадки. Скорее всего, там тоже, наверное, будет вот эта категория. Вот, а на федеральном уже они будут освещать вот этот фестиваль, который будет проходить там. Вот, и там, что самое интересное и самое хорошее, там получается медиа-семья, которая побеждает на окружном этапе, они на федеральный этап едут как гости, а для них будет отдельная развлекательная программа, они там какие-то задания выполнять не будут, и они просто тупо будут там отдыхать и радоваться жизни, можно так сказать. Да, в столице это будет проходить в Москве, в центре Россия. Вот, это в районе ВДНХ, если не ошибаюсь, кажется, да? Я давно в Москве не был, поэтому не могу сказать, где это находится. Новый патриотический центр, вот. А на самом интересном месте я бы хотела поподробнее остановиться, потому что я видела, что за медиапротяжение, за участие победителям, призерам предоставляются денежные призы, выплаты. Но это у нас получается денежные выплаты, призы очень хорошие, суммы тоже очень хорошие. Это на приобретение профессиональной техники. То есть, что индивидуальные участники, что отлично. И команды, они получают. Но это будет в основном на федеральном этапе. То есть, на региональном у нас будет тоже техника профессиональная, чтобы наши дети тоже как бы команды. У нас вот командам будем давать, естественно, наши мерчи, движение первых. Вот, а на окружном тоже, везде, на каждом этапе этого проекта призы очень хорошие, так что я призываю всех ребят, которые занимаются журналистикой, и даже тех, которые не занимаются. У нас, вот мы изучили, практически в каждом районе есть, оказывается, у нас медиа-клубы, медиа-кружки, медиа-центры. А при движении в первичных отделениях движения первых тоже есть свои медийщики. Вот они буквально... Когда в феврале приезжали, отдыхали, мы тоже им объясняли, как это вести, как рассказывать, как вести. И наши дети как бы абсолютно с нашей стороны, те, которые уже который год занимаются в движении первых, они готовы принять участие. Но я призываю тех ребят, которые как бы увлекаются этим, но не фанатично. А может быть, вот это как раз ваш шанс заявить о себе и выйти уже как бы на республиканский тот же уровень. Это уже на неплохо. Окружной, очень и на хорошо. Федеральный, да. Поэтому надо всем радиослушателям сказать, то, что есть такой шанс заявить о себе.
Тем более, если не ошибаюсь, у нас в каких-то проектах... У нас этот проект, кстати, не будет заканчиваться только окружным федеральным этапом. С сентября у нас пойдет уже другой проект, медиа-зачет. И каждый ребенок, который будет принимать и выполнять определенные задания в регионе, они будут набирать баллы. И эти баллы суммируются, и в декабре, вот как раз в декабре, тем детям, которые пошли дальше после федерального этапа, которые будут освещать вообще деятельность своих первичек и деятельность вообще своего муниципалитета, региона, они будут получать очень хорошие призы. Там как раз самый сок, можно так сказать, лежит в декабре. Финал. Об этом мы не знаем. Это даже не финал. Это финал уже прошел, это в августе же пройдет. Просто там вот, чтобы проект просто не остался, наши кураторы этого проекта федеральные, они сделали так, чтобы дети дальше... Не остановились. Да, чтобы было бесперерывно, чтобы дети продолжили этим заниматься и прокачивали свои навыки. Мотивация? И лучшие там сколько, 20 детей, если не ошибаюсь, им будут получать очень хорошие призы. Про это, конечно, я говорить не буду, но об этом узнаете уже только в конце этого года. Отлично, ага. И вот я хотела бы сказать еще тут то, что, допустим, ребенок просто любит фотографировать, и красиво фотографирует северное сияние. Он сразу свободно, смело может пройти к вам и зарегистрироваться, и вы его работу посмотрите, примите. Сперва на муниципальном уровне. Так понимаю. Нет, тут получается, давайте пройдемся по конкурсным заданиям. Например, направление «Первый кадр». Первый кадр у них на муниципальном этапе, который сейчас идет у нас до 16 апреля, а регистрация уже открыта. Детям предлагается выбрать либо серию фотографий сделать, либо записать одно видео на тему «Я в кадре. История». То есть рассказать про себя. То есть я грубо говоря, родился в каком-то году, в каком-то населенном пункте, я вырос, кем-то стал, и моя история. Это первое задание, да. А потом, когда этот этап он проходит, попадает на региональный этап, тут предлагается тоже репортаж из серии фотографий, либо видео. Уже тема победы объединяет. Репортаж из первичного отделения. То есть он должен рассказать то, что у нас в населенном пункте или в школе проводится такое-то мероприятие, например, посвященное Великой Отечественной войне, или встреча с ветеранами, какие-то серии фотографий, фотографирует, выкладывает, эксперты смотрят, если это очень хорошо, и дальше ребенок попадает уже дальше на окружной этап, получается. Например, первый эфир. Видеоклип должен снять ребенок, это на муниципальном этапе, «Один день из моей жизни». Тоже обычная простая очень тема, мило, спокойно, да. А например, детям старших классов и студентам первых курсов предлагается записать видеоинтервью. Есть уже конкретные вопросы, конкретные как все это оформить. Все готово, да, просто нужно зайти на сайт, выбрать это задание, посмотреть, исполнить. Там не надо часовые, 30-минутные, 15-минутные, там они по хрону тоже маленькие, 3-5 минут и все. Оформил, там даже шапка идет, там нужно это скачать, то есть все есть, просто нужно смонтировать, оформить, загрузить. И все, и подать свою заявку. То есть такие задания. Несложно. Вообще несложно, да. Поэтому... Потому что нам с нашей ребятишки-то, наверное, просто... да. В первую, конечно, волнение надо пересилить. Да, нет, главное, вообще, мне кажется, нужно не сомневаться, если даже сомневаешься, просто подать заявку. А там у нас же, получается, в каждом районе есть наши специалисты, которые курируют движение первых, и они абсолютно готовы всем помочь. То есть любой ученик, который хочет принять участие, может подойти к нашим специалистам. В каждой школе есть специалист, который курирует движение первых. Они говорят, они только за, наши специалисты только за, потому что чем больше детей принимает участие в наших проектах, тем лучше. Поэтому... Еще раз призываю, приезжайте, приезжайте к нам на рекэтап, конечно, а так я говорю, зайдите на сайт движения первых, найдите проект медиапритяжения, регистрируйтесь, подайте заявку и попадите к нам. У нас осталось до конца эфира буквально секунд 30 по датам. Сейчас улусный этап до 16 апреля. Нет, у нас сейчас идет муниципальный этап, то есть в населенных пунктах, школах идет уже муниципальный этап. Каждый ребенок до 16, грубо говоря, до 18 апреля может подать заявку. После
уже идет у нас... По решению экспертов. Да, 18 числа мы уже озвучим итоги, те, кто попали на региональный этап. Дима, огромное тебе спасибо. Вот отличного отбора вам. И будем за вами следить. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Также со мной мои коллеги Мария Новгородова и Максим Владимиров. Во втором блоке нашей программы мы поговорим о весне, любви. Весна, любовь, морковь и живот. Под таким названием 15 марта пройдет девичник-семинар для мам особенных детей. У меня в гостях Кураева Мария, психолог, телесный практик, модератор семинаров для особенных мам. Гаврилеева Кристина, врач по физической и реабилитационной медицине, физиотерапевт, герудотерапевт, специалист по эстетическому и терапевтическому тейпированию, кандидат медицинских наук. Аиза Сидорова, врач по физической и реабилитационной медицине, врач ЛФК, специалист по реабилитационной аэройоге. И, конечно же, Кураев Саша, наш самый главный гость сегодняшней передачи. Здравствуйте. Здравствуйте. От всей души, да, прям я очень рада снова видеть вас у нас в студии. И, конечно же, первый вопрос. Что будет завтра? Что будет завтра, да? У нас завтра будет самый такой весенний... Весна, любовь. Весна, любовь, морковь и живот. У нас будет семинар «Девичник», да? И завтра мы ждем всех мам особенных детей, приходите к нам. У нас на семинаре... семинар, он необычный, да, и название тоже совершенно необычное. Мы вначале хотели сделать просто семинар, а потом что-то пошло не так. И вдруг у нас появилось вот такое вот шикарное название, да, «Весна», это про пробуждение. Любовь, это, конечно, наша любовь, да, к нашим детям, к себе, к миру. Потом морковь, это про полезности, которые вы и мы получим на семинаре, да, а живот это, конечно же, про жизнь, жить, да, и завтра у нас будут очень прямо такие крутые эксперты, и будет возможность задавать этим экспертам ваши самые такие актуальные вопросы, и эти актуальные вопросы, они вышли тоже, конечно, из жизни мам особенных детей, да, это про то, что где и как пройти реабилитацию в Китае именно, да, и плюс еще вот Василина Боярова, она у нас здесь в Якутске организует выездные реабилитации, то к нам приезжают эти, и она проводит эти выездные реабилитации. У нее можно спросить, например, про самые трендовые, про самые эти реабилитации, которые есть. Методики, да, методики. И она еще сама полгода жила в Китае, короче, человек очень с большим опытом. Да? Потом еще у нас будет Дора Николаева, она психиатр, да? И у нее можно, например, спросить такие вот волнующие самые вопросы, тоже мам особенных детей. Как быть, когда у ребенка истерики, да, и нежелательные такие вот поведения с ребенком, да. Потом еще у нас будет Мария Попова, она АВА-специалист. И я скажу, что в основном у нас это эксперты, это мамы особенных детей, у которых есть свой опыт. У нас будет Аиза про живот. Про живот? Это я. Кристина будет. Еще мы добавили туда еще вопросы социальной поддержки, да, будет у нас председатель ВАДИ Олеся Кондратьева, и еще Анна Федорова, она у нас будет консультировать именно по предпринимательству, как открыть свое дело по социальному предпринимательству, поэтому у нас получился такой вот коктейль, да, и плюс еще это в третьей части начала, и у нас во второй части у нас будет про вкусности, мы его назвали вкусностями, и как раз вот Аиза, она нам покажет такие гимнастики для себя, как сохранить свою молодость, какие витаминчики пить, это будет практическая часть. Кристина у нас будет тейпирование, массаж лица,
кожи и проводить прямо типирование, да. И потом еще у нас будет ароматерапия. Ну и в первой части это, конечно, знакомство, будут тоже эксперты, гости, и расскажем про дневники. И этим семинаром мы открываем вторую часть, да, вторую часть дневников мамы 2-5. Ну, уже прокачано так, да. Ваш состав такой. И мы все хороший. вот эти вот мамы, которые вот здесь сидим, мы сами написали тоже дневники свои. И, конечно, тоже вот приглашаем мам и приглашаем раскрыться, написать свою историю, поделиться с миром. Ну, это замечательный же проект. И вот сейчас я хочу узнать, что у вас сейчас вообще нового у «Обнимаю сердцем» инклюзивного движения такого, да, который объединил. Сколько вот сейчас, если примерно хотя бы посчитать, у вас состав же уже шире, побольше. Волонтеров более 100. Вот. А начиналось это всего лишь... Да, начиналось всего несколько человек. Основатель у нас Анна Федорова. У нас есть две большие новости. Это 27 февраля в городе Санкт-Петербурге прошла национальная премия хедлайнера ESG принципов. Это премия для великих лидеров, для настоящих лидеров, которые через экологические, социальные и управленческие инициативы позитивно оказывают позитивное влияние на общество. И в этом году вот эта премия, она охватила всю Россию. Участвовали более 400 участников, да, в этой премии. И наша команда во главе с Анной Федоровой, с нашим проектом «Дневники мамы», реальные истории мам особенных детей, вошла в шорт-лист номинантов среди 400 участников, да. И даже мы стали лауреатами премии в номинации «Новые люди в полезной литературе». Мы были так счастливы, да, мы вообще не ожидали, да. Пользуясь случаем, хочу сказать, поблагодарить всех мам, авторов этих дневников. Автор это 21 мама. 20 мамочек и один папа написал же, да, у нас. Всем большое спасибо, низкий поклон за проявленность, за открытость, за искренность, за смелость, да, так написать. Это смело, да. Это смело очень. Вот, дальше вторая новость у нас. Этот сборник «Дневники мамы» будет опубликован российским крупным издательским домом «Питер». В сфере профессиональной литературы, поэтому вот наши истории будут теперь доступны тысячам семей по всей России. Миллионам семей. Миллионов, да. Такие истории, да, практически мотивационные, которые помогли, наверное, прийти в себя и подумать мамам, да. Поэтому, да, для благодарность такая вот, которые только начинают свой путь. Это же очень глубокие, кстати, эти истории тут написаны, да, и вот благодарность жюри национальной премии, что они вот так высоко оценили наши дневники. Мне бы хотелось бы... Можно я добавлю? Ага, конечно. Еще, например, ценность дневников еще видится в том, что они же не просто так вышли, да, это прямо колоссальная работа тех, которые стоят за этими дневниками, да, это дикторов, да, которые озвучивали, это редакторов, которые редактировали, да, и потом это печать его, да, вышла. У нас же первый сборник, он всего вышел 200 экземпляров, да? 200 всего экземпляров уже вышел. И пока вот, покажи, пожалуйста, Кристина, книгу. И сколько человек, вот, да, тут взаимосвязано с этим дневником. Да, и это прямо тоже вот про волонтерскую работу, про работу от всего сердца. Да? И опять же, те, которые просто даже по зову сердца решили вам помочь, да? Истории вот эти, чтобы узнали. Чтобы истории вот эти вот узнали. Я вот еще хотела узнать, вот эти дневники мамы, аудиозвуки, аудиозаписи, мы где, вот телезрители, радиослушатели, которые интересуют, где они могут это послушать? В Телеграм-канале мы открыли новый канал по аудиоверсии.
аудиоверсии у нас читали наши дикторы, радио Тяти, дикторы НВК Саха, вот Мария Ким тоже. Вот спасибо за доверие. Потом у нас была Тамара Игнатьева, Анна Фомина читала. Дикторами также был редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова, поэтесса Ирен Дрозд и певица Дарья Лаврова-Котьева «Кюнканат». Они озвучивали, читали, очень здорово получилось. Тогда наши телезрители, радиослушатели, которые хотят послушать истории особенных мам, могут зайти к вам в телеграм-канал. Телеграм-канал, как называется? Дневники мамы. Туда зайти и послушать. Вообще замечательно. А книги где можно приобрести? Они же сейчас уже выйдут на российский уровень. Ну да, сейчас, сейчас вот 200 экземпляров, которые были, они все по различным реабилитационным центрам забрали, да, мамочки, которые вот кому надо было, мы подарили, и вот все они уже разлетелись по всей стране. А большой тираж нам когда ждать? Ну, не знаю. Пока, да, то не знаем. Сами. Там же тоже будет вестись большая работа. И потом еще вот этот вот первый вариант, он единственный. Саша, вот чуточку что-то не нравится наша компания. Но он единственный такой, да, и выпуск, который выпустится в Питере, да, он еще, по-моему, если не ошибаюсь, еще в Литресе будет электронный вариант. Да, и Литресе там тоже, будет. да, редакторы будут работать, там тоже будут отбирать работы, и туда же включится еще вот этот второй поток дневники 2. То есть это Сейчас совместный дневник первого и второго потока. Сейчас, Хорошо. да. Мы сейчас, наверное, вас отпустим, потому что Саша решил прогуляться, наверное, по нашему НВК. И хотелось бы еще уточниться по, опять же, да, по мероприятию, которое пройдет у вас завтра. Уже все готовы, все собраны. После этого все уже тоже какие-то мероприятия расписали у себя? Ну, планы? в этом году у нас вот выходит второй сборник по дневникам мамы. Мы приглашаем мам особенных детей, которые вот хотели бы раскрыться, рассказать свою историю, присоединиться и написать свою историю. А также у нас вот первый весенний семинар завтра в планах, и осенний семинар уже будет осенью. Пока дата неизвестна. Конкурс рисунков у нас еще идет. Конкурс рисунков среди детей, среди особенных детей, среди ну, для всех детей, не обязательно особенных. У нас идет пока этот, да, собирают или закончился, да, сбор рисунков. По-моему, до сих пор собирают в телеграм-канале «Обнимаю сердце». Да, туда можно написать, найти в телеграме и сдать свои рисунки. сдать рисунки детей до 17 лет включительно. Отлично. Ну, я еще понимаю, аулусные мамы особенных детей, насколько они активно к вам подключаются? Вот сейчас у нас вот территория дневников расширяется уже по всей России у нас. Уже и на российский уровень. Да, в дневниках сейчас будут писать мамочки Санкт-Петербурга, с Москвы, с Волгограда, с Томска, с Минеральных вод, как с они Якутии. Ну, у нас соцсети хорошо работают, у нас есть некоторые мамочки в Минеральных водах, есть вот Анна Анатольевна вот в Питере, в Санкт-Петербурге, она активно работает, и у нас такие вот географические расширения. Вообще отличная новость. Тогда получается, что мы... Да, российский уровень. Тогда и будет и первый... Масштабировали. Да. Да. Ну, я думаю, что это вот первый выпуск, да? Это первый выпуск. Первый, да. Второй, третий, и уже, мне кажется, по толщине даже книги будут. Наверное, да. Но эти истории, да, действительно же помогают, наверное... Ну, мне, честно, вообще просто это так глубоко отозвалось, и я
Ну да, без слез не прочитаешь. Без слез не прочитаешь, правда, потому что там ей стакан воды поставили, вот уже подготовили, да, стакан воды поставили и давали делать эти паузы, паузы пережить вот это вот все, потому что мы этого не знаем, обычные люди-то этого не знают, к сожалению. Да? Ну, спасибо вам за эти дневники, за то, что такие истории рассказываете жизненные, потому что потом поворачиваешься на свою жизнь и смотришь, вот что сидишь, жалуешься, да, типа. А минеральные воды и вот вся Россия потихоньку тогда подключается к вам. Да. Это получается, что Якутия дала старт практически, да, такому большому. На первый шаг это был, наверное, такой социальный проект, да, там. Да, мы думали потихоньку, вот по Якутску, да, и у нас появились еще вот проекты уже в районах, обнимаю сердцем, уже организаторы свои. Районные, и чтобы мамочки, которые живут в улусах, иметь поддержку, такой вот друг друга поддерживать, собираться, делиться опытом. Этого же не было никогда. Да. О мамах-то никто не... Да, мамочки вот, на социальное предпринимательство, они же имеют свое хобби, сидят с детьми, и кто-то чем-то занимается, чтобы вот это масштабировать, развиваться и выйти из зоны как бы со своего кокона. А столько талантливых у нас мамочек сидят и сидели и не знали, что такое вот опять же социальный контракт, да? Каждый варится в своем соку. Сейчас вот они уже могут и раскрыться, и свой бизнес, свои дела вести. Анне Федоровой, да, огромное спасибо и благодарность. Это просто человек, который перевернул, наверное, жизни сотен женщин. И сейчас просто у вас ракурс такой, хоп, и только вперед, да, сейчас показатель шорт-лист войти среди 400 участников. Да, не ожидали. Да, вот. Не ожидали вообще. Из далекой Якутии приехала Анна и рассказала про этот замечательный проект всей стране. Да, люди готовы, оказывается, им вот этого не хватало. Особенно вам, да, вот мамам. Не хватало вот этого, вот, наверное, единения. Да, такого. мы как бы варились каждый день, шел своим путем. Теперь объединились, и вот такие помощь можем оказывать уже другим мамочкам, к сожалению, которые начинают только свой путь и не знают где, чтобы не терять ни время, ни ресурсы, ни психологическое состояние, чтобы не растерять полностью, а вот быть в ресурсе. Они обращаются. Да. Пишут, активно пишут. Да, они вот соглашаются, свои истории и тоже вот начать писать, и смотрят, и как бы не в депрессию, не впадать. Они прочитали и уже знают, что не одни. Поэтому что можно жить, работать. Спасибо активно. Вам большое за то, что вы пришли и рассказали. Отлично провести завтрашнее мероприятие. Анне огромный привет, конечно, и мои поздравления. Спасибо большое, уважаемые телезрители, радиослушатели. До новых встреч.